Вопрос. У меня проблема с женитьбой сейчас. Мне скоро 29 лет, и я до сих пор не женат. У меня есть работа, я служащий, и у меня есть материальная возможность жениться. Однако, когда я слышу о проблемах, связанных с женитьбой, о сложностях в воспитании детей, когда я читаю или слышу истории, в которых говорится о том, как дети плохо относятся к своим родителям, о возникающих проблемах, то у меня пропадает желание жениться. При этом я, если пожелает Аллах, являюсь тем, кто благочестив к своим родителям. Я узнал об этом из мольбы моих родителей за меня, а также из слов отца о том, что он доволен мною, и хвала Аллаху, и что он наделил его таким сыном, как я. Так как я не женат, я чувствую себя удовлетворенным, спокойным, но думаю, что мои родители хотели бы порадоваться за меня. В этой жизни я не хочу ничего, кроме того, чтобы вовремя совершать молитвы, во-первых, а во-вторых, как быть благочестивым сыном своим родителям. Ответ. Хвала Аллаху, некоторых людей шайтан заставляет оступаться тем, что подстрекает оставлять то, на что человек имеет право из боязни впасть в грех, или отказаться от милости Аллаха, чтобы отдалиться от возможности оступиться, или отвергнуть благо и добро, чтобы не совершить зло. Через подобного рода наущение шайтан желает сдержать человека от возвышения на пути идущих путем праведности, говоря, что на этом пути многие погибли. Всевышний Аллах велел нам уповать на Него, продолжать действовать и прилагать старания, а Он, велик Он и возвышен, примет наши деяния и простит наши упущения. Наш вам совет состоит в том, чтобы вы не обращали внимания на неудачные примеры воспитания детей, чтобы они не завладевали вами так, что вы будете не в состоянии отделаться от них. Живите спокойно и будьте оптимистичны. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, нравился оптимизм, и он любил хорошие предзнаменования в достижении благ в этом мире. Его путь – это лучший и совершенный путь. Он женился на женщинах, у него были дети, и он претерпевал трудности в семейной жизни и в воспитании детей. В женитьбе – благо для человека, и в ней больше блага для него, чем в ее отсутствии. Не противоречьте пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Прилагайте старания для того, чтобы дать своим будущим детям праведное воспитание. Изучите методы воспитания и больше читайте об этом, чтобы знать и иметь полное представление об воспитании. Если вам удастся создать праведную семью, вырастить образованное и воспитанное на примере нравственных качеств пророка, да благословит его Аллах и приветствует поколение мусульман, то вы достигнете великого успеха, получите непрекращающуюся милостыню, за которую будете получать награду даже после смерти. Сообщается от Аиши, да будет доволен им Аллах, сказала. Как-то прося милостыню, ко мне вошла женщина с 2 дочерями, и я не нашла ничего кроме финика, который я отдала ей. Она разделила его между дочерями, а сама ничего не съела. После этого она встала и вышла. Потом к нам вошел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и я рассказала ему о том, что произошло, на что он сказал: эти девочки защитят от огня, ада, того, кому они были посланы в качестве испытания. Передается от Угбы ибн Амира, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал тот, кто является отцом 3 дочерей, которым проявлял терпение, и которых кормил, поил и одевал из своего имущества, то они станут для него преградой от огня в судный день. Аль-Ирака, да помилует его Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, хорошее отношение к ним проявляется в их защите, хорошем обеспечении их едой, одеждой и прочим, а также в направлении их к тому, что лучше для них, в обучении их тому, что они должны знать, в воспитании их и удержании от недостойных поступков. Все перечисленное относится к хорошему отношению к ним. Слова «защитят от огня ада» означают, что дочери станут причиной того, что Аллах отдалит этого человека от огня и защитит его от вхождения в него. И нет сомнений в том, что человек, не вошедший в огонь, войдет в рай, так как другого места нет. Этот хадис, который мы взяли у Муслима, указывает, что Аллах обязательно ведет ее, ту женщину, в рай. Дочери выделены особенно из-за их физической слабости, малой сноровки, из-за отсутствия их самостоятельности, из-за их нужды в защите и дополнительном обеспечении, а также из-за того, что многие люди тяготятся ими и не любят,
когда у них рождаются дочери, если сравнивать их с сыновьями. Сыновья противоположны дочерям во всем перечисленном. Также есть вероятность, что эти слова связаны с определенной ситуацией, и тогда, возможно, эта награда будет касаться не только отца дочерей, но и сыновей. А Аллах знает лучше.